История казачества на территории Чеченской Республики известна с давних времен. Официальной датой возникновения Терского и Гребенского казачества считается 1577 год, когда на Тереке был построен городок Терку. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И атаман Терско-Гребенского окружного казачьего общества, Терского войскового казачьего общества Подъясаул Алексей Конопляников. Здравствуйте. Добрый день. Мы рады приветствовать вас в студии программы «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И, начиная наш разговор, мой первый вопрос. Смотрите, Алексей, насколько я знаю, официальной датой возникновения Терского и Гребенского казачества считается 1577 год, когда астраханский воевода Лукьян Новосильцев построил на Тереке, устье реки Сунжа, укрепленный городок Терку. Поселил в нем стрельцов и городовых казаков. Они-то и положили начало терскому казачеству. Это говорит история. Да, все верно. Это так? Ваше мнение? Ну, мое мнение, что отчасти да, отчасти нет. Получается, именно по гребенцам, гребенцы как были до этого уже здесь, они селились на гребнях. Почему на гребнях? Потому что легче было обороняться. И первое селение было, как говорили даже старики, станица Черленая, что первое селение было в районе Горячеисточинской. Там на гребне именно было первое селение, которое доходит до нас. И также есть некоторые документальные эти даты, что когда там проезжали, кто-то где-то как-то, вот там были те гребенцы. Давайте еще раз. Гребенские казаки появились намного раньше. намного раньше. Да. И почему гребенские? Потому что селились на гребнях. На гребнях. Вот это я и хотел узнать, в чем отличие от терских, от гребенских казаков. А современный казак, он кто? Если спросить так. Ну, современный казак – это тот, кто ходит в церковь православную, тот, кто занимается детьми. Также он участвует в делах государства, воюет на данный момент. Сейчас очень много воюет казаков. И что значит быть казаком сегодня? Но это надо в душе чувствовать. В душе? Да, это от души идет. От души идет? Конечно. А традиции, обычаи, сохранение, по-любому развитие, это воспитание все молодежи? Все. Сначала, как тут? Рассказывайте. Сначала ты в душе должен чувствовать себя казаком. И потом также ты вот эти все традиции все соблюдаешь. Казачьи традиции, воспитание детей, участие в государственных делах, которые... Мне интересно, как живет казачество? Что такое казачество на сегодняшний день? А действительно, что такое казачество на сегодняшний день? В республике. В республике и вообще? В республике и вообще это люди как общего интереса, если так взять, которые собрались для того, чтобы своих, как жили предки, так же жить и нам, чтобы нам не отходить от этого устоя, который был у нас раньше. А это как раньше есть кони, обучение? Обучение, да. Но это в основном в Ставропольском крае, Краснодарские, Донцы. У нас? У нас пока нет. Почему? Идем к этому. Будет? Будем стараться. Школа наездников, уроки владения холодным оружием. Шашкой, да, именно фехтование, все это полностью как полагается. Есть или будет? Будет. Будет. Над этим работаем. Конечно. Смотрите, казачество Чеченской Республики представлено, как мы уже говорили с вами, Терско-Гребенским окружным казачьим обществом. Да. Терского войскового казачьего общества. И тут у меня вопрос, Алексей. А что входит в структуру данного общества? Вот расшифруйте это. Казачье, окружное казачье общество, Терское войсковое казачье общество. Вот немножко вокруг этого. Есть Терское войско. Терское казачье войско, в которое входят округа. Это Терско-Гребенское окружное казачье общество. И вот, если грубо говоря, это Кабарда, Ингушетия, Дагестан. Вот это округа идут. Вот именно Терско-Гребенское... Это казачьи округа? Это округа, да, которые входят в состав Терского войска. Так.
И вот округ, именно наш Терско-Гребенское окружное казачье общество, в него входит 3 станицы, 3 казачьих общества. Это Наурское станичное казачье общество, Шелковское станичное казачье общество и Черленское станичное казачье общество. Где у нас проживают казаки Где на у нас сегодняшний проживают казаки компактно, да, которые по сегодняшний день живут. день? И как там? Вот вы старшина. Да, я, получается, старший над этими 3. Вот старшина, атаман, в чем разница? Старшина, атаман? Да. Ни в чем. Ни в чем. Нет. Это просто название или Атаман. должность? Атаман — это должность. Это должность. А старшина? Старшина. Я помню, звание было старшина у нас в армии. Я в армии не служил, к сожалению. Вот вы под ИСУ. Да, я под ЕСУ. Это звание капитана идет. Это уже чин идет по Это казачьи. чин. Чин по казачьи, но звание по, получается... Под если взять ИСУ по-армейски, это капитан. по-армейски. Если сравнение сделать Да, с армией. с армией, да? Да. Это капитан. Капитан. Да. А под Харунжи Ну, также это все делится на... тоже войсковые звания, чины. Да. Все вот- это чины. Вот ИСАУЛ, извините под за такие ИСАУЛ, вопросы, просто сотник, интересно. Сотник, ИСАУЛ, под ИСАУЛ, казачий генерал, это все чины. Это до сих пор есть. Это есть, да. Это причем у нас, вот мы реестровое войско, и у нас это непосредственно все вот эти чинопроизводства, оно идет по закону Российской Федерации. А как это То есть, понять, реестровые, не реестровые? А разве есть такое понятие, реестровые да, казаки, есть еще не общественные, реестровые есть казаки? еще общественные казаки, которые, например, выдают свои эти чины, они там, ну, на внутреннем этим, получается, у них свой по уставу там идет, не отталкиваясь от закона. А вы А мы реестровые. именно реестровые казаки, да, которые все по закону идет Российской Федерации. А кто над вами старший? Атаман войсковой. Войсковой атаман. Это должности, которые избираются, назначаются, Это, естественно, избираются. избираются. Казачьим обществом собираются в казачье круг, общество собирают круг, и там круг решают, да? называется, да. И там решают. На этом кругу должно определенное количество, в зависимости от сколько человек в обществе или там в войске, например. То есть там получается определенное количество нужно, чтобы собралось и приняли решение. Также обязательно должен быть священник. Если нет священника, или священник встал, ушел, если там какие-то, получается, как бы сказать, недопонимания, то все то, что круг принимал, это все недействительно. Благословление должно Благословение, быть. по-любому, благословение. Без него? Без него никак. Казак без веры не казак. А сколько казаков на сегодняшний день проживает в Чеченской Республике? Но если посчитать по реестру, то есть это мужчины от 18 до 60 лет, то 300 казаков. У нас на сегодняшний день в Чеченской Республике. По 100 человек получается в каждом обществе. Это мы не считаем детей, женщин и более А с какого взрослых. времени считается молодой человек казаком? Именно чтобы в реестр вошел? Да. С 18 лет. С 18. Да. И там есть какие-то экзамены, какие-то обычаи. Нет, просто Просто, заявление пишет и кругом принимает его. а в общество. не казака, допустим, человек, который не имеет отношения к казачеству, он может стать казаком? Да. А как это может быть? Точно так же приходит, он пишет заявление, также у него есть определенный срок, и потом выбирается кругом. Опять же кругом. Опять же кругом, да, решение идет, что его принять в казачество. Там есть какие-то свои условия, правила. Да, естественно. И какие это у нас условия, правила? Так, если можно сказать. Ну, опять же, все идет от церкви. Ага. Должен ходить в церковь, должен нормально, правильно себя вести в обществе, то есть этот человек должен быть Общепринятые состоящийся, человеческие, человеческими знаниями и всем остальным, да, то есть. соблюдать традиции, Да, обычаи, все верно. жить по закону, скажем так. Да. По-простому. Хорошо. Вот смотрите, мало кто знает, что терское казачество является одним из старейших среди казачьих военных формирований России. А как сегодня живут наши казаки? В Чеченской Республике. Да. Живут хорошо. Слава Богу, у нас политика Рамзана Ахмадовича. И за счет его политики мы живем ну, хорошо, в республике живем хорошо. Нету никаких, то, что раньше было, этого нету. А на сегодняшний день есть какие-то проблемы, с которыми казачество Чеченской Республики сталкивается? Да, проблем много. Запрещающие, не запрещающие, что можно, что нельзя.
Вот такое отношение к казачеству есть сегодня? Нет, такого нет отношения. Со всех сторон положительное отношение. Вы имеете возможность поддерживать свои обычаи, традиции. Да, все верно. Вот как все это происходит, обычаи, традиции? Вот основные обычаи, традиции можете рассказать казаков, которые живут на территории Чеченской Республики? Ну, как я уже и говорил, что это воспитание детей патриотическое. Также в семье, чтобы ходили в церковь. Праздники есть казачьи, в которых все участвуют казаки. Свой культурный центр есть? Есть свои культурные центры, конечно. И как он живет? Чем живет? Вот, Алексей, давай рассказывай, чем живет сегодня казак? Вот интересно, очень интересно, и мне, и нашим телезрителям. Казак живет своей культурой. Есть коллективы, казачьи культурные центры, где разучивают песни, фольклор старинный. Сейчас музей собирают, это в Черленой, в культурном центре казачьем. Можно сказать, что идет возрождение казачества Чеченской Республики. И так правильно будет сказать? Да, Есть место этому быть? есть место этому быть, и это будет. А вот насколько активно и как казаки принимают участие в жизни региона? Если так спрошу. Ну, мы часть общества Чеченской Республики. При любом раскладе. Мы всю жизнь жили вместе, бок о бок. Мы всегда традиции перенимали. Вы наши, мы ваши. Не без этого. Вот я и хочу, чтобы вы рассказали это. Давайте вот возьмем случай вот именно по традициям там взять. Давайте. Случай из моего детства. Как-то, ну, иду я по улице, все, и здесь идет чеченец, дед, в папахе, все такое, ну, статные такие бывают. Ну, что-то я задумался, я не знаю, мне там 5 лет было, и что. Ну, я перед ним прошел. Получается, у нас же нельзя перед старшими пройти, хоть он идет намного дальше, ты должен подождать, пока он пройдет. Ну, вот я что-то задумался и слышу сзади у меня такой удар палки, он с куклей был. Донк сзади. Я сначала не понял, поворачиваюсь, потом это, и он там поругал меня. С тех пор я больше спереди не ходил, старых людей. Ну и вот такие вот традиции всегда, они как пересекались, то есть это нормальная традиция есть, что уважать старших. Все-таки совместное проживание, это идет на развитие культуры. Да, все верно. Как бы, кто бы, что Как бы бы кто не бы хотел. не хотел, конечно. А как вы оцениваете современную молодежь? Казачью. Казачью. Ну, современная молодежь казачья. Если спросить о молодежи. Если спросить о молодежи, молодежь у нас сейчас все равно больше к компьютерам, к телефонам, но тем не менее пытаемся с этим бороться, и именно их прививать к старым этим нашим обычаям. А вот по каким правилам они живут? Вот, и насколько для них важно сохранение наследия предков казаков? Ну, молодежь пока, я думаю, не понимает этого всего. Просто мы должны это прививать им, и мы это привьем им, и после этого они уже поймут, что без предков никуда. Все, что есть хорошее, это всегда у нас было. А получается это делать? Да. Есть такое направление, как наставничество у вас? Да, конечно. Просто у нас она более чуть-чуть менее развита в Чеченской Республике сейчас, потому что мы начинаем только этим заниматься. У нас молодежь много уезжает. Основная проблема. То есть тех, кого до этого прививали, учили, они уехали учиться за пределы республики и остаются там. Да, это понятно, человек ищет там, где ему лучше и удобнее жить, но и все-таки хотелось бы, чтобы они возвращались на свои исконно родные места. И возвращаются? Возвращаются. А вот что сегодня казачество может предложить подрастающему поколению? Пока все в развитии. Все в развитии. Все в развитии. Но есть планы. Есть такие, как бы сказать, решения. То есть мы вот, Министерство нацполитики, Ахмед Махмудович Дудаев нас поддерживает во всем. И работаем над этим. Смотрите, вы как казак, военный, можно сказать, так
Скупо говорите, скупо рассказывайте. Это что, тоже дань традиции или нежелание рассказать все? Нет, ну просто, наверное, характер такой. А есть ли Более. у нас какие-нибудь кадетские училища? Нет, кадетских именно в республике нету. По Ставрополю есть везде, у нас нету. Ну и как туда поступить? И желающие есть от вас, от нас, туда, которые хотели бы поступить, учиться? По Ставропольскому Да. краю? Ну, там и учатся. Ну, они в основном, получается, кадетская, она более как идет школьная программа там. Помимо школьной программы, им еще прививают все казачьи вот эти традиции. И чему там обучают? Стрельба, шашка, конный спорт. Военное дело, Да, традиции, обычаи. да. всё А верно. после окончания кадетского училища, корпуса, школы, Ну, дальше куда? ну, дальше, если дети хотят, уже дальше идут в кадетские, более эти, Военное училище. военные училища. Есть какие-то привилегии? После окончания кадетских корпусов, училищ, школ. Конечно, он ребенок подготовленный приходит. Вот это самое главное. Смотрите, Алексей, я хочу спросить вас вот о чем. А как наши казаки относятся к специальной военной операции? И как вы сами, как атаман, оцениваете участие казаков на СВО? Так, ну, по Терскому войску у нас есть бригада «Терек». Бригада Терек, которая сейчас находится там, да? Да, это добровольцы. Через На эту фронтах специальной военной операции. Все верно. Это именно добровольческая бригада. Уже более 40 тысяч прошло через нее казаков. Более 40 тысяч казаков. Наших терских, гребенских или вообще? Ну, именно терских большая часть, и гребенские, всех. Всех по чуть-чуть. Кто туда желает. Также есть и не казаки, которые там воюют с нами, но которым традиции наши и именно как верование в Бога, и чтобы порядок был. Ну и как воспринимает казачество СВО? А как? Казачество всегда воспринимает то, что государство, раз СВО вообще с чего началось? То, что притесняли русскоязычное население на Украине. Прививают на всей Украине, прививают какие-то непонятные там эти гомофобные и все остальное, как это сказать. Для казаков это неприемлемо. Это неприемлемо, абсолютно. Казаки всю жизнь стояли на защите государства. Да, все верно. Стоять И будут. И по сей день будут стоять. Кто бы что бы ни говорил. И несмотря ни на что. Все верно. Самая основная заповедь казака на сегодня. Казак без веры не казак, как я говорю. Основная заповедь. Это у вас национальная форма? Казаков? Черкеска? Да, Папаха? черкесская. Вы в ней Черкесская. всегда или Нет, но большая часть в ней. в ней? А шашка, кинжал Ну, шашка, кинжал тоже есть, конечно. тоже есть, да? Да. А конь есть? Нет. А почему? Казак без коня, как говорится, Ну, пока нету коня. тоже будет. Будет, все будет, да. Это хорошо. И последний вопрос нашего сегодняшнего разговора. Если вам предоставилась такая возможность обратиться ко всем казакам, вот что бы вы сказали в первую очередь? Сегодня. В принципе, все. Что бы ни говорил, все у нас по казачеству как есть. Все идет своим путем. Все идет своим путем. Так, как надо, да. В том русле, в котором надо. Ну а что бы вы им пожелали? Здоровья, добра. И чтобы, пожелал бы, чтобы все ходили в церковь. Самое главное. Это самое главное. Церковь, да, самое главное. Вера во Всевышнего. Вера во Всевышнего. Без веры человек – это потерянный человек. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи. Спасибо.
А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И атаман Терско-Гребенского окружного казачьего общества, Терского войскового казачьего общества Подисаул Алексей Конопляников. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.